Вы знаете, там ведь внутри американской администрации нет однозначной позиции относительно участия в нормандском формате. И нет ее, этой однозначной позиции. То есть, в то же временами, то Зеленский, вы знаете, заявлял о том, что надо расширять нормандский формат за счет Соединенных Штатов. Он на этом настаивал. С другой стороны, мы же понимаем, что сейчас американская администрация представлена в лице президента Трампа, который, по поводу него есть все-таки обоснованные сомнения, насколько он будет как часть этого нормандского формата, если вдруг все-таки на высшем уровне туда Америка вступит в нормандский формат, будет ли он, скажем так, защищать интересы Украины. Поэтому же вопросы есть этой теме. Москва-то ведь с осторожностью воспринимала расширение формата, потому что, скажем так, обманывать и, так сказать, разводить европейцев проще, чем американцев. Даже если это Трамп. Даже если Трамп, который к Путину явно расположен, будем говорить так. Ведь если все-таки допущены будут Соединенные Штаты к нормандскому формату, а что если в ноябре следующего 2020 года к власти придет Байден? Тогда для России ситуация существеннейшим образом в этом нормандском формате при участии США ухудшится. Байден очень свирепо настроен по отношению к Москве и к Путину. В силу объективных причин, понятных, он наследует американской администрации Обамы. Он будет делать все, что делал Трамп, но наоборот. Да, если тот пытался искать компромисс с Москвой, этот будет, во всяком случае, на первых порах очень конфронтационно настроен. И там личные есть, потому что вот эта история с сыном Байдена и с прежней администрацией отношения, оно, конечно, тоже накладывает отпечаток. И здесь, наверное, следовало бы ожидать ухудшения для Москвы ситуации в нормандском формате. Поэтому, на мой взгляд, скорее всего, Америка не будет участвовать в нормандском формате, потому что, во-первых, этого не захочет Москва, не пойдет на эти риски, а во-вторых, собственно, и другие участники формата, тот же Макрон. Это что получается? Они за эти годы, за 5 лет, пока существует формат, так и не справились с проблемой. То есть без Америки Европа не в состоянии урегулировать свои проблемы. Так было по бывшей Югославии, так было по другим местам. Поэтому я думаю, что, скорее всего, уж точно не в самой ближайшей перспективе, не до ноября 2020 года уж точно, Соединенные Штаты не присоединятся к работе нормандского формата.